Вот это наш дом, который уже 9 лет мы здесь живем. Наш маленький скромный домик сейчас в стадии вот ремонта. Я как бывшая уже, это учительница фортепиано, вот я очень сильно люблю. Это пианино подарила подруга. Это не куплено, это подруга подарила. И после этого вот так вот это пианино вот существует у нас. Нет, все равно сажусь, вот хочется вот поиграть, но пока не настроишь, вот не получается так. Подарки, сувениры, у нас награды много, вот у детей, у меня очень много наградов. И вот так вот живем скромно. Всегда у каждого грузина вот есть такой уголок, где они могут дома молиться. Здесь мы молимся, свечки ставим, вот это все церковь. Вот там куплено, там все это то ли подарено, вот так вот. И здесь каждый день, почти каждый день мы ставим свечки. Все, черешня только вот здесь было. Остальное все с Грузии принес, маленький сажал я. Яблоки, инжир, ну что и здесь есть, все с Грузии я возил и посадил, сейчас тут хорошо растет. Ну, инжир в прошлом году мороз схватил и плод не давал. А в этом году он будет давать, потому что уже почки вышли, и сейчас уже нормально будет. Это инжир, да? Это инжир. Вот здесь тоже инжир посадил, и там. Вот это джонджоли, это грузинское блюдо. Я уже собрал, вот так растет. И эту собираем и солим. Вот это тоже с Грузии. Это, вот еще немножко остался здесь еще, который не собран. Вот. И вы делаете соление? Соление, да. Вот. Я родилась и выросла в маленьком городе Тель-Авив. Это город в Кахете находится. Вот, с 1 века отмечено, что это существовало, этот город. И вот город, это была столица Кахетии в свое время. Это с 11 до 18 века. Это была столица Кахетии, вот наш город. Там много очень знаменитых людей выросли. И я всегда гордилась, что вот именно в таком городе я родилась и выросла. Вот где Эреклий II царь был, вот в этом дворе он родился и вырос, вот именно в этом дворе находится школа, первая школа, которая первая средняя школа. Именно эту школу я закончила. Там я училась не только я, вот моя сестра, брат, вот так вот. Племянники уже дальше пошла, вот это все вот. Мы там недалеко живем. И я очень любила свой город. Мы с Зазой с одного города. И, ну, как-то встретились через двоюродного брата. И как пошло, и вот так поженились. Мы поженились, и потом
так получилось, что вот он с разных рабочих вот это занимался, вот свою работу он, от своего другого работы он ушел, и потом начал вот кафель, вот всякое вот с этим заниматься, и ему пригласил друг: давай, говорит, пойдем, там лучше, там хорошо. И как раз вот этот период, который переворот был, именно в этом суете мы попали сюда. Ну, сперва Заза, потом он находился, потом он забирает меня тоже. Ну, где Заза, я тоже туда бегом шла, вот так. Хоть дети маленькие были, мы даже прожили в Грозном, под бомбежкой второго мальчика я родила, вот так получилось. Он там работал, отсюда туда поехал, но я тоже побежала туда. И так получилось, что вот я там родила, и потом обратно вернулись сюда. Ну, Карабулак, весь Карабулак я знаю наизусть. И друзей очень много здесь. Знакомые, очень хорошие друзья у меня здесь. Строительством занимался, а потом уже лет 10 назад уже работу поменял. И кафе начали открывать, грузинскую кухню занимаемся сейчас. Кроме Карабулака мы здесь нигде не жили. А когда уже нам должны были, ну, выделили сумму, чтобы мы купили дом, кроме Карабулака я нигде не хотела. Я просто привыкла. Честно вам сказать, Карабулак меня напоминает, хотя вот вроде визуально не так сильно похож на моего города. Но такой маленький, теплые люди, вот, все друг друга знают, вот, и вот мне нравится. Наш город чуть больше Карабулака, но вот так вот. Это наш кафе, это наше рабочее место, наше семейное рабочее место, где мы уже давно работаем. Вот этот наш символ, грузинский, ингушский символ, действительно навеки, которые два единственные народа, которые между собой не воевал, наверное, все знают об этом, это грузины с ингушами, и ингуши с грузинами, вот так вот. Мы приготовили татара. Татара – это грузинское блюдо, которое другие не готовят, нигде не умеют готовить. Это, знаете, чурчхела – это сладкое блюдо. Это, вы, наверное, все ингуши чурчхелу знают. Вот от этого и делается. Просто там добавляют нитку и все, обматывают. А вот остальное вот это все. А вот это джонжоли называется, джонжоли называется, это соленье, это с нашего огорода. Кстати, в этом году приготовили мы, это самый деликатес для грузинов, самый такой, который очень сильно грузины любят. Без этого джонжоли не бывает застолья, можно сказать. Мясо выбрать такое хорошее, что сухожиром меньше было. И чтобы цвет был розовый цвет. Остальное по вкусу надо фарш сделать. Отец поваром работал и научил он меня, как надо вкуснее, что было.
شنم خالم زتا ما ویدا متا کما شادی کلویلی شنتا خالم زتا تالی سوارا دیداج У کنه меня двое детей. У меня уже они женатые, 4 внуков у меня. Все пацаны. 30 лет мы здесь живем, дети здесь родились, выросли, школу закончили, а потом дали целевые места, и они поступили в Ростов. В Ростов поступили, потом там как-то нашли своих половин, и там женились, и как-то вот начали там адаптироваться, вот там жить. Они, ну, часто вот там бывают, здесь бывают так вот. Но маленький с бизнесом занимается, а старший он хореограф. Он бывший солист ансамбля Сунжа, все об этом знают, Ливан. Хотя он поступил на техническом университете, он пошел на этом, все равно танцы это его жизнь, можно сказать. И с этим он пошел дальше. Вот там у него свой ансамбль, там у него несколько мест, свои вот филиалы у него есть. Его ансамбль получил уже звание народного ансамбля. Они, пока вот эта пандемия не было, они везде выезжали. И везде вот гран-при выигрывали, первое место. Ну, второе место очень редко было, первое гран-при вот так они выигрывали. Ваш сын является танцором. Да. А вы сами танцевали? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Ну, это отец мой танцевал. И, наверное, переходит. Тоже был танцором, да? Да, отец был танцором. Когда вот он выступал, даже здесь маленький, вот здесь был и выступал, и вот хлопали, кричали Ливану, а для меня это была жизнь, и я почему-то плакала от радости. И, наверное, старость не радость, от радости надо смеяться, а я плакала. ხო, აბა გილოცავ, ჭეშმარიტად. Როგორ? Карка, Чергулаха. Мордан, это мои друзья, самые любимые, самые для меня красивые, самые. Это мои грузины, это мои хорошие друзья, которые не только грузины гордятся от них, и ингуши, которые их знают. რომ ერთი გვაქვსა და ერთი გვაქვს სიტყვა ჯერა იმედის ფერი მოდის ახალი წელი უბრალოდ მინდა გიმღერო უბრალო სიმღერა ნოტებით მინდა გაგართო გაგიფერადო გზა. Я здесь живу уже почти 25 лет. Я очень люблю Ингуши, уважаю. Сколько я друзей нашла здесь, сколько хороших людей, без них я не могу. Когда я в Грузию уезжаю, у меня там 2 внуки живет, я хочу быстро обратно приехать. Все нации я люблю, но самые близкие, извините, все нации ингуши и грузины. Манана и я из один в город, из Телавы. Мы здесь не познакомили, мы раньше там знали друг друга. Она очень хороший, грамотный, культурный, из хорошей семьи. Родители, я у него родителей знала. Рядом с вами кто сидит? Она моя близкая подружка, Марика Кевхишвили. Она очень тоже трудовая, работает, тоже образование. Мы все образование, ну это жизнь, лестница. Никто не знает завтра, что будет, да? Я давно живу в Ингушетии.
Очень я люблю Ингушетию, и люди уважаю очень сильно. Манана наши это близкие. И уважаю очень. Мирварс Ингушетия, ингуши. И приглашаем в Грузию тоже. Я не бываю одна в Грузию. Когда я въезжаю, со мной все время в гости. Манана очень часто зовет, собирает своих земляков. И вот эти встречи, на фоне этих встреч развиваются отношения, дружба. Это приводит только к объединению, общению, единству народа, особенно грузинов и ингушей. И так как у меня это как историческая родина получается, я особенно трепетно отношусь к этому и народу, и республике, и людям, и полностью. Я бы хотела, чтобы Ингушетия зацвела. Я не просто грузинка, корни ингушские, вот там, где в Ахмедском районе, есть маленькое население Бацби, тушенцы, у них корни ингушские. И настолько я знаю, это наша фамилия от фамилии Цицкиевых, Цицкиевых. Вот. И у нас там наречие письменного нету языка, а наречие есть, которое очень похоже на ингушский язык. И я родилась, и первые слова на этом языке я произносила. Давай сделаем по-мигрельски. Тесто дрожжевое тесто, а здесь два вида. Есть домашний сыр и есть сулугуни. Это чтобы пузырьки не были. Когда раскатываешь, там пузырьки бывают и разные вот это. То, что пузырьков не было, поэтому. Вот это по-мигрельски я могу вам приготовить еще по-аджарски, по-эмеретински. По-эмеретински и по-мигрельски почти выглядит одинаково. Но разница такой, что по-эмеретински только внутри сыр, а по-мигрельски и внутри, и сверху. А по-аджарски уже другой формы, как лодочка и в середине яйцо, вот такой. Мы были совсем малюсенькие, если честно вам сказать, когда мама нас ставила, меня и сестру. И давайте, вы девочки, вы должны это все знать. И учила все. А потом перегонки были у меня и у сестры. Нет, я это хочу, я это хочу. И всегда у нас разные блюда, разные вот эти выпечки, разное все было у нас дома бывало. Потому что мама говорила, женщина все должна уметь. Вот это яйцо обязательно надо яйцо сверху замазать. Мы, грузины, мало ничего не умеем делать. Все много-много любим. Половина жизни здесь я прожила. Самые красивые годы здесь я прожила. Это мой дом. Вот с этим все сказано, что это мой дом. Очень много хорошего есть у вас. Очень много хорошего. Почти как грузины, обычаи, это все. Я не чувствую, что я в другом стране нахожусь. Очень много здесь хорошего есть. И поэтому неохота никуда ехать. Где семья, там и должно быть я. Мы в Грузии часто ездили раньше, вот сейчас просто с этим пандемией не получается, а так раньше часто.
Но все равно, знаете, вот вы не поверите, проезжали вот Черменский пост, когда оттуда ехали, мы уже дома. Вот так я была всегда. Мы уже дома. Чтоб мир было, и всегда, что друг друга уважали. Самое главное в этом жизни, и здоровье, чтобы было. Здесь я не чувствую чужим. Ни я, ни мои дети, ни мой муж. И вначале, правда, когда он меня привез, боялась. У меня, как-то вот, мы христиане, они мусульмане, думала, как это. Может быть, многие не поверят, но я ни одну минуту не чувствовала, что вот у нас разная вера. Вера не существовала для нас. Просто очень много друзей, очень много вот это. И вот именно это между нами не существовало. Это было одна семья. И я очень рада с этим. Часто вы молитесь? Да, почти каждый день. Не почти, а каждый день. У нас есть специальный уголок здесь, потому что каждый раз не получается в церкви ходить, хотя есть, спасибо, вот там в Слепцовске есть такое святое место, церковь, не получается. Пусть простит меня Бог, что вот туда не могу, поэтому у нас есть свой уголочек, который освященный, и вот там молимся. Когда вы обращаетесь к Богу, молитесь, о чем вы думаете? Вот первая ваша молитва. Мои дети. Дети и внуки. Самое первое. Не я, не муж, а дети и внуки. Конечно, все, но для меня главное дети и внуки. Счастье смысл такой, что когда у тебя все живые сперва, потом все вот твои любящие люди здоровые, потому что сейчас такое время, что вот здоровье очень важно. Хотя я чуть-чуть болею вот часто, но все равно самое для меня главное, что муж был здоровый, дети были здоровы, внуки были здоровы и внуки были здоровы для меня. А это уже счастье. Остальное все можно сделать. Если руки есть, ноги есть, они работают, все можно сделать. И зарабатывать, и все, лишь бы что здоровье было. И мир было. Самое главное, что мир было. Чудеса, потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса. Этот мотоцикл я купил уже 8 лет назад. Был здесь в Карбулаке один старик, я ему попросил, продаете или нет. Он сперва не согласился, потом он мне продал. Мотоцикл свежий, новый, вообще пробег у него 3000. Одно удовольствие с этим кататься. Более-менее погода только что вот тепло стало, поэтому я вот так оставил. Сейчас время будет, помою, почищу и буду кататься с этим на рыбалку. Am ქუჩებით, ამ აღმართებით, მოედნებით, ესტაკადებით, ყველა გზებით შენთან მოვახცევ დღეს. Потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса, да потому что я верю в чудеса, потому что я верю в чудеса. მე შევიყვარდი, აი ასე Вот это наш хинкали. Готово уже. Мы сейчас все сядем вместе и будем... Вы будете пробовать, они уже знают его вкус. И не пожалейте, когда это покушаете. Ой, какие гости у нас. Ты что это понаготовила тут? Вот так. Это наша Мадина. Ага.
отдушина наша, которая без нее нас не знали в республике. Самый первый человек, который нас представил, не только грузинов, а разных национальностей. Это ее заслуга, это ее работа, это ее труд. Можно, не знаю, очень-очень, вот целый день можно про нее разговаривать. Это такой человек, который нас не то что возвысил, а сама такая, творческий человек, политический человек, все, наша Мадиночка, это наша вторая мама. Сегодня действительно очень-очень красивый вечер. Почему? Потому что мои грузины и мои ингуши все вместе сидим за этим столом. Но все грузины и ингуши всегда дружили и всегда старались в одном столе вот сидеть. Правда, вот были обычаи, что мужики и женщины вместе не сидели, не только и у ингушей было, и у грузинов было такое. Но сейчас все вместе, и я рада. Ингуши, ингушский народ, Ингушетия. Я всех вас сильно люблю. Даже вы не представляете, вот как я вас всех люблю. Живите долго, долго, и чтобы расцветание было в республике. Метквен михвархат, сухвайла зален михвархат. Я вас сильно люблю. Сахарли сафла саведебади, верна хеда карагулихо, гула москмили тироби, сада харчемо сулико. Sada harčemo soliko.